Часам падарожжы прыносяць тое, аб чым ты не мог нават падумаць. Ну, напрыклад, едзеш у Браслаў, бярэш улёткі, у касцёле раздаць. І бярэш купальнік, каб пасля на возера. А не. Улёткі раздалі, канешне, толькі вось надвор'е раптам сапсавалася і не змаглі раскрыць таму возера. Затое падуў вецер з Каспійскага мора і прынёс суразмоўцу з Астрахані. Брат Дмітрый Лукша, францішканін, родам з Астраўца, прыехаў у госці ў Браслаў. А служыць ён у Астрахані і нам пра гэта расказаў. Брат Дмітрый, як так сталася, што вы апынуліся там, у Астрахані? Вельмі проста. Раз і ўсё? Ну, не зусім так. Дагэтуль вучыўся в семінарі ў Гродні. Хацеў быць епархіяльным ксяндзом. Так здарылася, што я не залічыў 2 прадметы в семінарыі. Зачоты. Лацінскі і англійскі. І мне запрапанавалі, чтобы я застаўся яшчэ на 1 год. Але я, калі вучыўся яшчэ в семінарыі, думаў о законе, але законе кармелітанскім. Але так неяк здарылася, што як я пашоў да рэктара семінарыі, віцэ-рэктара, і мне запрапанаваў, можа, хочаш на францішкана? Я ж лёгкасці сказаў, што хочу да францішкана. Вы вывучалі да гэтага гэтую харызму? Яна вас чымсьці вабіла? Ну, я 1 раз прачытаў пра яе на картачцы. Бо у нас в Астраўцы працавалі францішканы канвентуальныя. То есть я веду францішкану канвентуальных і веду кармелітаў. Это 2 ордэны, которые веду з дзяцінства. Але яны, я бы сказала, палярныя у сэнсе настрою свайго, не? Так. Но я не разумеў тады, чым розніца кармелітаў францішканаў. Колькі вам год было? Калі я захацеў у закон ісці? Так. Ой, я яшчэ ў школе вучыўся. Мне падабалось убранне монахам. То есть первое, что я убачил, это брань. Это первое, что чему хочется идти в закон. А потом, когда начинаешь трохи познавать, кто они такие, начинаешь читать о духовности, потом уже разумеешь, что это твоя либо не твоя. Первое, это всегда убрание. Але все вот то, что вы зараз распавядаеце, адбывалася тут, на беларускай зямлі, адкуль вы родам, з Астраўца. А Астрахань гэта Каспійскае мора. Далей, куды нас павяла дорожка? После семинарии я уступил в закон францішканскі. Побывши там 3 месяцы, я вернулся в Беларусь. И мне тогда запропоновал один из отцов францішканов поехать в Москву. Я поехал. Поехал в Москву и заново уступил на апостолат в Москве. Это была 1-я неделя Адвента. С дыма, где горит 1 свечка. Это 1-я неделя Адвента была. И с того момента я был уже в кустодии российской. И 2 года на апостолате в Москве я был. 2 года в Петербурге. И через год поехал на Вицат в Польшу. После на Вицат вернулся в Петербург. Доучился до 6-го курсу. В семинарии. А за полгода за окончание мне сказали, досить учиться и идти працу. Бо я вчуся як брат. Не як отець, а як брат. Я був таким вольним слухачем. Ходил на занятки выборочно, сдавал выборочные экзамены. И так до 6-го курса я учился почти. А после семинарии в Петербурге меня послали уже в Астрахань. А дзе яшчэ ёсць францішкані ў Расіі, у якіх яны куточках прадстаўлены? Францішкані працуюць, як я сказал, в Петербургу, у Москве, у Черняховску, такая Ленинградская область, и Астрахань. Ну и еще есть у Калуги. От Москвы так недалеко, 200 километров. По меркам российским это недалеко. Астрахань стала для вас доброй новиной? Вы хотели сюда потрапить?
Ну, не было все равно. Я не ведал до конца. Вот. То есть если говорить, я с первого курсу уже меня начали посылать на практику в Астрахань. Вот. И об этом... Был шанс поступово влиться в это дивне осереддя. Ну да, було цікаво, звісно, бо ввогуле парафія состояла из разных людей, разных национальностей. Там и украинцы, и белорусы были, и поляки, и студенты с Африки разные. Вот. А когда я пришел на практику, еще было шмат студентов с Вьетнама. Вельми шмат. Вот. И это все так было цікаво. То есть незвичайно, якби, так, бо хоч в Петербурге тоже есть шмат разных парафіянів, але Астрахань така особиста місце. Особливо мене уразили в'єтнамці. А на якій мові ви служите там, що вони туди ходили і все це розуміли? Бо усі, хто приїжджає вчитися в Астрахань, не вчать русский язик. Ага, то ви по-русски всі інші, і сповідь, і є ще щось на англійській мові досяжно? Ні, нема, тільки на русском. Угу. Тобто всі студенти, хто приїжджають в Астрахань, все вчать російською мовою. Угу. Але, наприклад, тепер, час від часу ми запрошуємо айців, які ведають або французьку, або португальську мову. Бо студенти африканці, вони або з португалоязичних państw приїжджають, або з англоязичних, або франко. І ми запрошуємо от нашої єпархії Саратовської, працюють шмат ксяузов з Латинської Америки, з Аргентини, Бразилії, Мексики, з Індії, з Індонезії. И кто, зная английский или французский, мы запрошаем к себе на реколлекции, чтобы хотя бы один раз в год приезжали к этим студентам и могли их исповедовать на их родной мове. Я себе уявляю, як замежник рихтується до сповіді на російській мові, виписує со словника слова, як він пойде про це складані речі розповідати, і я йому не зайздрошу. Інтернет їм допомагає. А їй завжди... Це дозволяється? Докладно. Ну, я не знаю, як повідомити своє грех на англійській мові. То можна полізти там, то... Я думаю, була така момент, такий цікавий, коли прийшов ко мне студент і говорить, показує мені с телефона перевод, и там перевод «хочу тебе признаться». А я понял, что мне хочет не признаться, а исповедоваться. Бо Google выдал исповедь как признание. Да, confession, Вот. yes. Я говорю, не ко мне тут сейчас иди настоятельно, будете исповедовать. Вот. Ну вот как бы не завсёды Google правильно показывает. Вот. Але мы уже знаем, что он хочет, поэтому как бы ему помогаем. А як давно увогуле у Астрахані існує католицька парафія? Парафія існує вельми давно, вона існує з 13 століття. І ще в 13 столітті Франтишек послав своїх братів проповідувати Євангеліє. І брати прийшли ще в 13 столітті, і цю землю керував калмицький хан. Вот. І була така історія, коли у калмицького хана захворіла жінка і не мог вилічити невідно. Але брати, які йшли на місію, вони були подихтовані. Вони не тільки гласили Слово Боже устами, але і своїми справами. Вот. Він дознався, що серед братів монахів є лікар. І один з братів, який був лікарем, вилічив жінку. И за благодарность за лечение, и он дозволил жить на землях этих. И начали братство Мамони на момент его жить. Побудовали костел, был обрязан древняным. Вот. И среди них еще были браты, которые занимались аптеками. Вот. И тоже лечили людей дармово. Ну, праз гэта, напэўна, было прасцей заўсёды грукацца да сардэц людзей.
праз лекі, праз медычныя паслугі, гэта заўжды людзям трэба, і Так. ты можаш гэта казаць, то думаю, што будуць да цябе прыслухоўвацца. Но войны были как бы никому неизвестные, да, как, то есть это были, вот, не память, это были ложи, а то были именно нации, братья. А это было для них незрозумела религия. И обычно миссионеры, які йдуть на миссию, то они это роблять деликатно. Вот. То есть они мають зазвичай якісь професії, щоб людям допомагати, і людям трошки, вони привикали к ним, а потом потихоньку они начинают раскрываться и учить науку язык служить. Вот. Я не являюсь миссионером, не знаю, как доклады они робят. Вот. А не знаю, как наши браты працевали. Ну, ми прикладно можемо здогадатися, як вони роблять. Є адчуванне, што методыка яна такая дзейсная і працуе паўсюль аднолькава. Прыйсці, пасябраваць праз сваю вельмі патрэбную людзям паслугу. А што сталася пасля? Калі быў пабудаваны храм, якім вы цяпер служыце, і што гэта за храм увогуле? На сегодняшний момент это храм не той, который был спочатку. Был драўняным, сгорел у пожара. Зазвичай буває в середніх віках. Тепер он есть побудованный з цегли. И этот храм будовали усі местные жихари. И мусульмане, и христиане. И он был побудованный, если моя память не подводит, 1762. 18 стагоддя костюм, так? Так, где-то так. Вот, и закончены в 69-м, наверное. Маю клопоты з цифрами. Але нічого, ми прикладно уловили епоху. Кам'яна побудова була зроблена у 18 стагоддя. Так. То есть это найстарейший храм в России, который сохранился в нормальном виде. Вот. А есть конкурент у нас один такой храм в Петербурге у доминиканцев, Святой Екатерины. И между нами розница 1-2 года. Тоже докладно, не ведаю. Вот. Где, то есть, где заложен первый камень и кто первый осветил. Вот это доклад не могу поведать. То ли они до первый камень положили, то ли мы. И кто первый осветил, альбо наш храм, альбо их. Яка ситуація у вас тепер? Колькі зараз у вашій парафії є людей, які приходять молитися, і колькі людей приходять молитися, і наколькі живое гэта парафіяльнае жыццё? На сьогоднішній момент у неділю приходить 60-50 чоловік. Гэта, по-вашаму, мало ці шмат? Середняя. А было поле коли-нибудь? До ковида были трохи более. Было 70 и 80. И студентам более приходило. Вот. То есть, например, с 20 человек 30 студентов африканцев могло бы зашли. Вот. А и после ковида ніяк зменшилось. И людей, и студентов. Но студенты, они то приезжают и уезжают. Да? То есть, у студентов есть лидер, который за ним их веде, и тогда за ним все идут. Вот. Як лідери нема, то і видать, що і приходить так мало. Вот. Тоже залежит от каких семей, наверное. Вот. Все более религиозно, то они и так придут. Вот. А если семья не вельми религиозна, то им повинен быть лидер, который их будет вести. Вот. А что дотычыцца не студэнтаў, а дарослых людзей, дзяцей? Ёсць у вас гэта ў парафіі? Ёсць, але мало. Мало. У нас есть армянские семьи. Их раз. Прям можно так полечить, да? 4 семьи, мабуть. И вот эти 2 семьи из Армении и 2 из Грузии. То есть армяне, католики из Грузии. А белорусы есть? И есть белорусы. Есть несколько белорусов, бабулю и 1 дядя. А таких молодых семей там нема у вас белорусских? Нет. А там, я не веду, польские, русские люди? Есть 1 поляк, прямо с Польши. Ага. Вот. Русские,
которые имеют корень немецкий или польский. Вот. То есть как бы чисто взять русского, таких нема. Усе які там помешаны. Але ўсе больш-менш размаўляюць па-руску, без праблем, да. можна... Бо они там народились. Ну так. Вот. Бо они там народились, только что мают корени, там бабка, прабабка уже альбо немецкие, альбо польские, альбо белорусские. Там. Ці можна з такой вот упевненістю сказати, що у нас є парафіяльна супольність у такому випадку? Ці гэта просто люди, які ходять ось помолитися і кожен по-своєму... Не, ну не можно сказать, можно. Но не так, як тут, наприклад, у Беларусі. Але ёсць. То есть ёсць, например, у нас кожную неделю есть споткания для людей. И наш гвардиан, наш настоятель нашей парафии собирает людей, ну, может, приходит человек 10 часами, 15, залежит там. Ну, человек 10, так, стабильный какие-то. Вот. И он оповедаем, проводит, например, один год идет Библия. Вот, оповедает Библию, там есть цикл целый. Вот. Пройдет Библию, на сегодняшний момент он рассказывает историю церкви, историю костола католического. Вот. И в огуле. И там тоже люди любят послушать настоятельно. Вот. О традициях католических, о традициях монашеских, о традициях нашего ордена. Вот. То есть он цікавится историей, и он написал книгу о парафии астраханской. То есть он в архивах сидел в Астрахани, у Польши, у Чехии. И все вот эти архивы тянутся аж до Европы. Вот. Бо, наприклад, у Астрахани була там есть Волга, и там шмат было купцов с Европы. Вот. И поскольку были и айцы с Европы, вот то в архиве можно найти нам вот в Чехии написано о Астрахани. Вот. И поэтому как бы история в Оголе парафії вельми багатая, наприклад. І... А у самые лепшие часы, ось колькость парафіян, яка прикладно була? Ви не ведаєте про це? Були там 1000, наприклад? Ці гэта увесь час там сотня, 2, 3? Ну, може, до революції таке було. Бо я говорю, що мать було купцов і жихарів католиків було. Бо навіть ціла католицька вулиця була. Так і називалась католицька. Костел знаходиться тепер на вулиці, яка колись називалася католицька? Да. Сейчас это Победы и Маяковская, и Бабушкина. Бо мы, например, наш кляштер на 3 улицах. Ну, интернет кажет, что вы на улице Бабушкина знаете. Ну, вот официальная Бабушкина. А еще 2 из Маяковской и Победы, да? У вас там такая прям большая побудова, и костел я бачила на фотоздымку великий, и кляштер так само? Так, и радом лишь кляштер. Это целый ансамбль костельный был. Вот. Бо в кляштере была школа иезуитов, где учился первый академик российский, Третьяковский. Францишкане не завжди займали эту землю? Был час, когда францишкане ушли. И приехали туда иезуиты. Вот. Они, иезуиты, они люди разумные, науки. И они побудовали там себе. Ну, это был кляштер капуцина, там была школа, латинская школа. Вот. Там в этой школе преподавали от латинского языка до философии. То есть это российский академик, был фундамент добре заложен. После чего он поехал учиться в Москву, а потом в Европу. Вот. То есть иезуиты дали первого академика в России. Вот. А францишкане что дали? А францишкане, то есть они наукой не занимались, они занимались, можно сказать, благотворительностью. Да? Вот эти, которые первые капуцины пришли, францишкане, они были лекарями, то есть врачами. Занимались и аптеками, и лечили людей. На протягу всех этих историй это была в основном медичная послуга и леки? Ну, я до конца не могу сказать, але один из моментов это точно так есть. А что теперь? Теперь мы случайно парафия, вот, то есть там есть кляштер, костел, есть один святар, 2 браты, вот. И у нас есть детский центр, Антошка, где ходят дети, и христиане, и мусульмане.
Вот, там все занимаются. Это занимается Caritas. Мгм. Вот. То есть у нас первый этаж кляштера такие, как сказать, парафиальные. Мгм. Вот. Бо уже другие этажи, это уже наша библиотека, наша каплица. Вот. Ну, а третий уже клаузура наша. Вот, это такие. А теперь, где мы живем, этот кляштер, это был дом парафиальный. Вот это было особенно для айцов и дом для парафиян. Вот. А что там есть для парафіян? Я не веду, молитовні групи, хор. Є у вас таке? Нема. А чому? Бо нема стільки людей, щоб це створити. А може На свій люди так чекають, коли їх у хор? Був третій закон Ага. францисканський для людей світських. Але був недовго, ні. Там складно щось таке зробити постійне. Есть молитвенная группа матери в молитве. Йостин. Есть, Ага. да, есть. Люди в неделю приходят и молятся. Есть, да. Я уже забыл, что оно есть. Отлегло. Есть. Вот. А только это есть. А пилигримки ходите? Нет, не ходим. Нема кому там ходить. Ну, может... Все люди семейные. А вы пропановали? пожилые. Вот. А давайте сходим в пилигримку в Буц. Ну, я жартую, конечно, до Буцова вы не дойдете. Ну, Да и чего раптом. Ну, я не веду. Китайцы, я веду, ходят на гору Мария. Неужели у вас там поближе нема ничего такого, куда можно пойти? нема. То есть там отлеглости такие, что на ближайшая парафия, что, например, не посповедаться, надо ехать у Волгоград. Мгм. То есть это 420 километров. Вот. У нас деканат. Проблемка. Одна парафия 300 километров Коломыки, другая 420. Там служат вербисты. Вот. Кто там один отец? Вторая ближайшая парафия, это Саратов, 800 километров. Ну так. Вот. И куда хочешь выбирай. Вот. Чтобы посповедаться 5 минут, надо выехать на сутки. В понедельник выезжаешь, и во вторник обратно. Это не будет поезд, а не будет, то в среду приедешь. Чтобы по 5 минут споведоваться, через, может быть, сутки занять. 2 дня. Вот. Ну так. А я не веду, не придумали ще варіант дистанційної сповіді? А я, это что прослухивается. Ну так. Это Не, ну, я уже думаю, тайна. мало ли, может, там какую-нибудь там, не веду, трубу специальную. Это уже... вот. Не, я думаю, тут не Жарт, буде, жарточки. не буде і не було. Але нас не... Что касается споведи, то у нас ближайшая парафия, то до Казахстана не доехать, до Атырау. Там есть парафия католическая. 200 километров. А это в Казахстане. Чем до Волгограда 400 ехать. Ну так. Вот. А Только не, что на надо? автобусе там не доехать, бо нема дороги. В прямом смысле, нема дороги с поля. А как разъехал? Ну, так и едешь. На чем? Ишаками? На автобусе по полю. Ну, дал говорит, что хочет трассу заробить, или никто не робит. Похуй. Понятно. Ну, Вот. такое... А можно на Черняку доехать. Мгм. А это тоже так. Ну, не совсем той вариант, который можно заробить. Где поехать в Волгоград. Вот. Брат Дмитрий, такое міжконфесійне, міжнаціональне осяроддя. А ваше ураження від його? Не подобается. Що менавіта вам подобається? Ну, по-перше, для меня, как человека, где я жил, у панстве, где я, в принципе, все однородный, и католики православные, и там, и кропка, и там литовцы, белорусы, украинцы, как бы это, как бы один народ. Вот. То там уже у нас в Арсакане 100 с чем-то национальностей, и плюс тоже очень многоконфессиональный город, да. И когда я общаюсь с людьми, там, казахи, узбеки, там, уже не говорю о чеченцах, дагестанцах живут, и куча других народов, то понимаю, что у каждого человека есть какая-то что-то новое, да, там. Ну, если, конечно, он более интересен, когда он религиозный человек. Вот светский, он все то же самое, что русского, что казака, особо нет разницы. А вот что касается религиозного человека, уже более интересно. Тогда это связано, уже религия несет тоже культуру в себе. Вот.
И тогда уже, когда общаешься с людьми другой нации и религии, то уже начинаешь уже понимать, что он другой просто. Вот. Другой вкус, например, даже на кухне, да. Я вот лежу раз в год в больнице, я часто с татарами лежу. Вот. Они, например, часто едят канину. Канина очень вкусная, до этого никогда не ел канину. Вот. Это очень вкусно. Вот. Например, у нас есть те же армяне, да, он тоже они очень вкусно готовят. Вот. Ну, брат, по-моему, не скажешь, что вас там откармливают хачапури. Там в городе. Там гороча. Вот, а их там 40 градусов особо не поешь много. Вот. Июнь, вот в этом году июнь-июль вот такие горячие. Вот. 38, 37, 40 градусов почти каждый день было. Як буде 30, такое счастье просто. А лето бывает 2-3 дня и опять ворачивается горечь. И есть особо не можешь много. Поэтому трошки на завтрак съешь, трохи на обед, ну вечером более уже съешь. Вот. Я альбо. У Астрахани очень вкусные, самые вкусные арбузы. Положишь свою Ну да, я думаю, астраханский арбуз. Астраханский кавун. У холодильник ложишь, и вечерком холодненький. На вечер можно есть, арбузы можно наесть. Я думаю, що наші радіослухачі зараз усі так собі уявили і каніну, і кавун, і нам трошки позайздростять. У чим ще вам можна позайздростити? А не веду. Вам холодно зараз у нас на Нарочі? Сьогодні похолодало, Ну, плюс 5. лепі було б на 3-4 градуса теплее. Скільки год ви вже служите в Астрахані? Я служу с 11 года. В 11 году я приехал. Сейчас 24. 13 год. 13, ну 12. Был один интервал. Я был в Петербурге в 14 году. Да, был 14. Я на один год вместе в Петербург был. Равно опять возьму. В Астрахани. Я там почти еще свое половину монашеского життя я в Астрахани. Ну, ви зараз, вертаючись на Білорусі, глядячи на наше новоколля, що вас тепер уже тут здивляє? Ничего. Все родное, все своє? Да. А Все мовне родное. питання, ви використовуєте білоруську мову там у себе під час служення? Ніде? Не старається? Но воює так буває, коли споткаємося з братами з Білорусі. Бо у нас у кустодії є браті з Білорусі, і некоторі розмовляють, люблять розмовляти на білоруському мові. От. Тоді уживаємо білоруську, буває так тільки, як з глазу на глаз. А так то ні. А вам одразу было легко влиться в это російськомовне асяроддя і как-то, ну, усприймати, наприклад, іншу на російській мові, так, звичайно? Перший раз було дивно це слухати. Ухи резало. Бо я приехал с Польши, и вот это вот чистая буква, особенно вот это «ч», когда россияне говорят, да, у нас альбо «что», альбо «а там ничего», да, вот это вот, Так. вот это «чего» она очень резала. Вообще все, вот это чисто русское, она очень резала, где-то с месяца-два. А я потом так поступово так. Я быстро призвичаюсь, я быстро призвичаюсь до условий новых. И через полгода я буду як у себе в хаті вже. Ну, это тоже зависит от спільноти. Да? Як у нас была нормальная, такая добрая братская спільнота, то это меня быстро. Вот. Я быстро приучился, я быстро привык. Выучил сразу молитвы на русском языке. Вот. Чув себя в хаті. А тепер ви знаєте в Нарочі. Як вам? Ну, Може, по-білоруську? Трохи мне так, як повідомити, непривично. Бо все-таки я не кожен день не розмовляю на білоруському мові. І не тяжко часом не розмовляти на білоруському мові. Немає такої практики. Вот. Бо у меня дома никто не розмовляє на білоруському мові, така тросянка є. Вот. А тут айці на білоруському мові розмовляють. Вот. Поэтому для меня так трошки так. Ну, я зрозуміла. Дивновато. Дивновато. А який у вас функціонал у вас у кляштері?
Теперь я ранее занимался кухней и костюмом. Но с каждым годом я все менее и менее чем занимаюсь. Бо это маю хворобу, которая мне не дает можливості займатися фізичною працей. Вот. И я только на сегодняшний день занимаюсь закрестией. Вот. И принимаю туристов. Вот. К нам приезжает много туристов. Вот. Это все россияне. Они из всей России приезжают, бо у нас есть санаторий в Астрахани. Вот. И они... Есть гиды, которые мне звонят, пишут. Я открываю костюм, я повідаю костюм, парафії, таку екскурсію вожу. Ну, до речі, а це ніяк допомагає утримлювати таких мах, такий костюм великий? Його ж треба утримлювати? Ну, нам допомагають некоторі організації католицькі. А, ясно. Вот, наш біскуп вельми трошиться на парафії, бо в огулі юг Росії, він не такий багатий на людей. Ну, залежить, яке місто, який город, да? Але Астрахань би себе не утримав. Ну, это не богатые регионы. Они не богатые. Я бы сказала, что они бедные. Ну и людей не так шмат, чтобы утримать. Вот, там, и наш бискуп помогает нашим парафиям. Вот, пишет проекты, разные организации католические. Дякую Богу, что такая возможность есть. Вот, наш бискуп вельми заботится. Вот. Еще в нашем костеле приходят органные концерты. Вот. Это тоже наш храм популяризует, можно сказать. Робит его популярным. Бо больше мало людей приходят на концерты органные. Вот. И люди знают, есть католики, кто такие католики, хотя бы после концерта. Вот. Ну и я, кроме этого, вожу экскурсии. И студентов, и дети со школы приезжают больше в России, предметы религии. Вот. И поскольку Астрахань еще многоконфессиональна, ну, то преподаватель знакомит их с конфессиями города Астрахань. Вот. И я час от часу им рассказываю о нашем приходе, о католической церкви, о монашестве нашем. Вот так потихоньку. Слухайте, ну, питання таке глупе, але популярне у наші смутні часи. Ну, вас же там католиков не крутять? Нет. Вас же там любят? Мусульмане так, с уважением подходят к нам, если честно. Вот. А як ви думаєте, чому так? Ну, я думаю, потому что, во-первых, они сами многие верующие, потому что они веруют в Бога, который называют Аллаха. И они уважают тех, кто тоже верующих, кто тоже в Бога верит, пускай даже не так, как и они, а и с уважением подходят к верующим людям. Вот, то есть, ну, даже если простые, но они все равно с уважением подходят. Вот. То есть они, наши соседи знают, что мы монахи, всегда привітаються, просять як здоров'я, як життя, як родителі, то есть как бы велика пошана от нас относится. Ну, а складаности-то какие есть? Складаности? Так все с, у нас описание такое? У нас с ними нет проблем, с местными мусульманами. Вот, то есть мне никто николи не покрывил. Никто николи не сказал дрянного слова. Бо как бы даже если, может они просто у мусульман есть такое, что перед старшими ніколи не покрывит человека уходить. Бо они тогда потом сами достанут добрых там, нагоняя. Вот. То есть я не могу сказать, что у меня были когда-то проблемы. У нас никогда, по крайней мере, сколько я живу в Астрахани, у нас никогда не было проблем с мусульманами. Ну, я не про мусульман, а просто про просто проблема в целом. То есть ты приехал в іншу країну, іншу середу, не таку, як твоя, и ничего такого не напоткал. А причем хотелось бы очень сказать, а вот этого мне не хапает. Вот там, вот с этого складано, прям, это мне немагчыма перадавить. Нема такого? Ну, это более, могу сказать, мой настоятель, который занимается парафией.
От, моя праця вельми проста. Але ваша праця приємна. Бути гідом і розповідати про свою культуру і свою релігію, це ж осолода. Да. Да. То есть мне тяжко сказать о каких-то проблемах, да, там, которые дома сталкивался. Я не хожу по администрации, и право не решаю. Ну, понятно. Ну, Калі б ось життя склалося по-іншому, ну, і можна було б вибирати одного, ось поїхати в Астрахань, ні, поїхали б ще раз. да. І засталися б там завжди? Ну, часами я устаю, да, в Астрахани. А я возвращаюсь с каникул, мне опять там подобается. Ну, то Боксикен у Нараши такой спокойной, тихой, прохолодной. Есть туга по вот этому нерву астраханскому? Ні, нема. Ну, Але з приємністю. ну, не везде добре. Я такой человек, что не везде добре. А закон поменять, коли б можна було вот, не Нет. выбирать Святошканский, пойти все-таки до кармелитов? Нет, это не мое. Добрый закон, але не мой. Ну, понятно. Ну, ось до нас уже прийшли. То будемо це скончувати. Дякую щиро за ваш оповідь. Ми хотіли зробити для наших радіослухачів такий міні-екскурс у життя католіків, які живуть далеко від нас. А дякуючи вам, у нас, по-моєму, отрималося. Думаю, так само. Ну, Все коли що, нормально. то майте на увазі. У Астрахані так само можна приїхати молитися. По-нашому. Можно. Запрещаю.